оцениваете нашу боевую технику? Наша боевая техника, начало войны почти у нас не было военной техники. Там гитлерские Германии почти в 2 раза всех этих танках и самолетах больше было. А вот уже конца, вот начиная, я уже говорил, 43-го года у нас появлялись, вот возьмем Катюша. Это было самый такой, для немцев это было самое страшное орудие. Я сам видел, нам трудно проходить, вот немец нас проделяет, нас, может, это, когда обороны, нам придется отступать немножко. И в это время появляется вот эта Катюша, как дала один очередь, все немец отступает. В последнее время уже наша техника стала уже мощным. Не первоначально была, а вот уже к концу войны у нас мощная была техника. 34-й танка была, это все это такие. Вопрос 28. Ваше личное оружие, чем оно было для вас? Мое личное оружие, как я командир орудия, в первую очередь это орудие 45-ка было, потом карабин, автомат, клинок, как кавалерийский клинок всегда с собой. Вот. И гранаты с собой гранаты всегда с нами с собой были. Потом у меня был еще немецкий они принимали как немецкий штык, это как кинжал был, тоже вот это был. Потом трофейный пистолет у меня появился. Вот такие у меня оружия были. Вопрос 29. Ручной пулемет, забыл, ручной пулемет. Вопрос 29. Отдых на фронте. 29.1. Как вы отдыхали на войне в часы затишья? Война как отдыхали. Вот все говорят об этом отдыхе. Война, вот человек, когда уже поступает в маршевые роты, попадает на фронт, он или раненым уходит из фронта, или он погибает, другой выход нету. А отдыхаем, она называется отдых, это не отдых. Когда воюет, допустим, из состава полка, дивизия почти остается 50%. Уже раненые, убитые. Вот у нас эскадрон, один сильный бой был, а за один день с эскадрона 5 человек было убиты, 10 человек было ранены. Вот когда нас меньше становится, нас из линии заменяет, вот вечером, ночью приходит, нас заменяет, мы отходим, снимает, располагает по телам, и идет нам пополнение. Пока мы пополняемся, мы отдыхаем. Вот как нас пополняет, мы обратно на фронт. Вот такие отдыхи на фронте. Вопрос 29.2. Приходилось ли вам слышать выступления артистов, концерты фронтовых бригад? Нет, у нас, где в нашем фронте не было. 30-й вопрос. Была ли любовь на фронте? Расскажите. Можно сказать, что нам вручали писем. Вот писали, девушки писали, все привет передавали через письма, понимаете. И да, была такой связь, я об этом не забыл. Это получали письма. Вот приходит письма, то раздают, то ему один письмо, там другой, третий письма. Пожелали нам победы, писали, что вот такая-то своего возраста писали, кто они писали. Это было, да. 31 вопрос. Знаменитые наркомовские 100 грамм. Какую роль они играли для вас и ваших товарищей на войне? Да, зимой давали. Я особенно не принимал, но нам зимой давали 100 грамм. Давали махорку, я не был курящий. Махорку я давал этим. Но 100 грамм тоже, когда-то был очень холодно, тогда, наверное, пил. А то в то время я не пил это. 100 грамм давали.
32 вопрос. Известие из дома. 32.1. Когда и откуда вы писали домой? Что сообщали родным о Ой, себе? вот это надо. Я много раз писал домой, получал. Вот это вы мне тронули самое больное место. Мы вышли в марте месяца на отдых. Теперь я писал, домой писал. Я когда учился еще на Балкарской газете тоже писал заметки. Сначала я домой писал письмо, потом писал газету, значит я так писал. Куплетчик я могу это сказать. Biz de Хорламбла кайтырбыз, sizге Руштан хапар айтырбыз. Это так. Мы вернемся с победы, расскажем вам о победе. Вот сейчас я в школе бываю с учениками, я это всегда вспоминаю. Теперь что? Я из дома не получаю письмо. Теперь в апреле месяце я получаю письмо, Катиев был. Он редактировал в нашей газете, я получаю от него ответ. А нас в то время выселили, и о выселении он слова не говорит. Говорит, что получили ваши заметки, большое вам спасибо, желаем вам победы, тот третий он писал. А наших в это время 8 марта выселяли, а я где-то писал в середине марта, понимаете? Вот, а письмо писали, вот это самый запоминающий писем. 32.2. Могли ли вы писать обо всем, что с вами происходит? Могли ли вы писать обо всем, что с вами происходит? Контроль был это, как она назывался, письма проверяли. Это проверяли обязательно. Вот я забыл это, как это проверяли. Проверяли. А писать можно было все, что хотела. 32.3. Когда и какие получали известия из дома? Ага, вот обратно. Вот. Я дошел до польской границы в мае месяца 1944 года. Получили приказ Буденного. Все из числа младших командиров, которые находятся на фронте в течение года, представлены награды, направить в 2-й Тамбовское кавалерийское училище для присвоения офицерского звания на курсе. Вот, значит, а с нашего полка надо было 6 человек, 6 сержантов отправить. Нас собрали и говорят, сказали, вот приказ такой-то, как я сейчас говорю, вас здесь где-то 27 или 28 нас таких полку было сержантов. Вы все, говорят, год воюете, вы все представлены награды, поэтому мы всех вас отправляем в корпус, 6-й гвардейский кавалерийский корпус. Там с вами будет вести собеседование. Ну, вы приехали туда, а перед этим наш политотдел, я был комсомолец, я был агитатором. Он по карте рассказывал, где какие фронты, какие линии занимает. Насчет 2-го фронта. Вот благодаря это я собрали нас в корпусе. Там заместитель Буденного генерал. Человек, наверное, 11 сидят за столом. И подняли 2-3 сержантов, не отвечает на этот вопрос ни один. Потом говорят, а кто может ответить на этот вопрос, поднимите руки. Я поднял и быстро спускал, это зачем, думаю, поднял, машинальные. Вот говорят, вот там старший сержант. Я встал, доложил, старший сержант такого-то полка, такого-то взвода, как положено. И рассказал, вот как мне этот политрук рассказал, такие фронты, где находятся. И это числа 6 я попал
второй Тамбовское кавалерийское училище. Через месяц, это было май, июнь месяца, я получаю от фронта печатное письмо, политотдел пишет: почему вы забыли, почему домой письмо не пишете? Обратный адрес получаю, ага, нет. А там треугольное письмо. Вот это Гиляхова Фатима, знаете, белоречка, она писала. Так грамотно написала, что потом спрашивала: вот такой-то вашей полевой почта были, мы не знаем, просим совершить, он жив или здоров, вот так писали. И адрес читаю, вот этот трехугольник, это Кыргызский СССР, Оршинская область, станция Карасу, улица Фрунзенская, дом номер 3. Вот тогда я знал, и я сначала думал, что у нас была война, поэтому там эвакуировали. Я не знал, что нас так насильно туда выселили. Я сразу написал письмо кыргызское, получил. Они просили мне справку. Я с училища справку отправил. Они овечки получили. Вот такие, иногда мне трогают сами такие точки. Вопрос 33. Вы были ранены? Вот палец ранен, вот таких легких-то. У меня тяжелое ранение, контужен был. Когда и где это было? Это было под Броди, это марта месяца, в 1944 году, в конце марта. 32.2. Кто и как оказал вам медицинскую помощь? Там медсестра привязывали, это рана такой легкой был, привязали и обратно на этот фронт. Там дней 2. И там был за то, что контужен был, поэтому было так, вот палец мне оторвали, привязали и все. 33 вопрос. Плен, оккупация. 33.1. Вы были в плену или в оккупации? Расскажите Не о был, том. ни там не был.